Доброго времени суток, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях независимый юрист Исеналиев Эмиль Аскиевич. Сегодняшняя наша дискуссия будет посвящена на тему конституционной реформы, а именно о правах и свободах, обязанностях человека и гражданина. Напоминаем, 11 апреля состоится референдум по принятию новой конституции. Итак, Эмиль Аскиевич, первый вопрос. Вот вы ознакомились с новой редакцией конституции. Хотелось бы спросить, какие изменения введены? Что вам приглянулось? Возможно, хотели бы отметить какие-либо нормы? Ну, здесь изменения есть, конечно. Это той конституции, с действующей конституцией разница есть. Разница в том, что здесь насчет правления идет вопрос. Действующая конституция правил, можно так сказать, парламент Джорджа, конечно, Кыргызской республики. А здесь переходит правление на президента. Полномочия, ответственность переходит в основном к президенту. Я считаю, здесь такого особого такого ничего нету. Я считаю, что это правильный проект Конституции, потому что президент есть президент. Президент должен править. Парламент это является, по существу, является это представителем народа перед государственным органом, перед президентом, перед правлением, перед министерством, ведомством, везде. То есть парламент должен не править, они должны принимать законы, рассматривать эти вопросы, те вопросы, которые возникают у народа, у своих избранников, кто их избирает, и все проблемы должны, вот это депутаты Джорджа должны поднимать, рассматривать. Вот это их функциональная обязанность, основное это. А потом на основании этих доводов они должны рассматривать вопросы и принимать законы. Вот в новом проекте Конституции введен институт уполномоченного по правам ребенка. Данный институт, ныне действующая Конституция, не предусмотрен. Да? То есть сейчас мы можем говорить о том, что проблемы детей находятся в руках у президента. На ваш взгляд, какие перспективы у уполномоченного по правам ребенка? Перспективы по правам ребенка здесь, можно так сказать, все вопросы решаются финансово, можно так сказать сейчас. Так я посмотрел здесь. Здесь родители имеют равные права к ребенку, семье везде, жена и муж, допустим. Ребенок тоже имеет, получать образование медицинское, все так социальные услуги, все предусмотрены здесь. Это к лучшему, я считаю. А насчет финансов, насчет финансирования, насчет увеличения там пособий, пенсий, заработных плат, туда-сюда, это зависит от бюджета государства. Если все нормально будет работать, друг другу вот так подножку подставлять не будет, то есть все будут работать, спокойствие, мир будет в республике, значит, я думаю, результаты будут. А так вот так постоянные митинги никакому, ни к чему это не приведет хорошему. Ну и следующий вопрос касательно был социальной помощи. Вот статья 44 нам говорит о том, что пенсии, социальная помощь, социальные пособия, они должны устанавливаться размером не ниже прожиточного минимума. Вопрос, как устанавливается прожиточный минимум? И второй вопрос касается, если 11 апреля мы принимаем новую конституцию, можно ли ждать повышения размера пенсии? Каков ваш прогноз? Размеры пенсии, по-моему, президент обещал, и будем поднимать. Здесь все вопросы, вот эти вопросы все, в итоге подходит, в общем, здесь решается только насчет состояния республики, нашего бюджета, казна. Если нормальная работа будет, финансирование нормальное будет, тогда, я думаю, увеличить все пенсии, пособия, все заработные платы. И по поводу прожиточного минимума? Прожиточный минимум устанавливается сегодня, как я так думаю, что рыночная экономика сегодня регулирует. Сегодня вот один человек, вопрос поднимали же, там столько-то определенную какую-то сумму говорили, 3000 чем-то, что это прожиточный минимум. Это нереально, это специалисты должны разрабатывать и вносить не в Конституцию, а в законах должны указать это все. Сколько расходов, ежедневные расходы, сколько выходит для человека. Учитывая все это, да? Потом устанавливается прожиточный минимум. Ну и следующий вопрос, это есть ли у вас замечания или рекомендации по поводу нового проекта Конституции? По вашему мнению, что бы вы еще добавили? Я бы добавил здесь, конечно, вот этот вопрос, глобальный вопрос. Мы, когда Союз развалился, после этого наша республика демократической страной стала.
приняли закон, президентское правление было. Акаев руководил, потом Бакиев руководил, потом приняли другую конституцию, вот эту вот, например, вот эта конституция, вот действующая конституция, например, никакой пользы не принесла. Я так считаю, потому что, вот, например, там уже разделили, все структуры разделили. Президент вот эту структуру будет править, назначать будет, и также парламент тоже разделил. Это к хорошему не приведет. Парламент должен заниматься своей работой, президент должен заниматься своей работой, а народ должен всегда понимать, вот работали вот эта конституция, сейчас вот, почему вот сегодня митингуют, это определенные люди вот организуют это, вот эти митинги, которые сегодня митинг против этой конституции сейчас. Это, например, они хотят, чтобы парламент правил. Там 120 человек, извините, а сейчас вот здесь будет по новой конституции 90 человек. Опять вот этот скандал начнется сейчас. Разделение власти начнется. Кто кого назначает, кто кого убирает, кто кого снимает. Ответственности нет. Вот, например, насчет правления вот, по действующей конституции. Какой депутат ответственность нес? Никакой. Президент, например, сейчас сидит. Премьер-министры сидят, например. Они работали, хотя там пока указано, что ответственность несет парламент тоже. Никакой депутат не нес ответственность по действующей конституции. Поэтому здесь только должен перейти к президенту. Парламент, еще раз хочу сказать, парламент должен работать, выполнять должен свои обязанности. Чтобы я хотел бы добавить, вот здесь, вот, например, 90, указано здесь 90 депутатов, будет состояться 90 депутатов. Здесь Конституционная палата должна быть, законодательный орган должен быть отдельно, я так считаю. Потому что, например, я, если юрист, я, например, другого отрасли не понимаю, вот это предложение рассматривать, я не понимая, поднимаю руку, нажимаю на кнопку, допустим, да, как пример. Вот это вот мой голос там роль играет. Закон принимается. А может, это неправильный законопроект. Например, я это до конца не понимаю. Поэтому вот этот орган должен состоять из юристов, со специалистов. Вот этот орган должен закрепить. Вот это, они должны обсуждать это все. Законы каждый. Они должны, вот, например, наш парламент как год заканчивается, потом они отчитываются перед народом, что столько-то законов приняли там. От этого никакого пользы нету. Они должны лучше принимать законы, эффективные, которые пользу будут приносить республике. Ну, так как мы немного отошли от темы, да, вопрос касательно, ну, это обобщенный вопрос. По вашему мнению, вот новая конституция, к чему она приведет? К каким изменениям? К улучшениям, возможно, да? Каков ваш взгляд? Я даже почти уверен, вот эта конституция будет работать лучше, чем сегодняшний действие. Будущая конституция лучше будет работать. Вот этот проект лучше, мне нравится, например. Я против был поначалу парламентского правления. А вот сейчас проходит дискуссия, говорят, нужно принимать Конституцию, не нужно принимать. На ваш взгляд, какой ваш взгляд на это? Ну, нужно принимать, потому что народ поддержал президентское правление. Раз президентское правление, а действующая конституция, президентское правление нет уже. Раз уже проголосовали народ, и обязательно надо принимать эту конституцию, чтобы дальше работать. А что вы думаете о людях, которые выступают против этого, против принятия новой конституции? И это люди, которые, я думаю, организаторы здесь есть, которые вот они поддерживали, когда принимали парламентское правление. Вот они являются инициатором этого. Они хотят, чтобы парламентское правление было. Это им хорошо. Вот кто главный, например. Кто будет руководить, кто будет контролировать. Это парламент тоже не хотят дать свой шанс. Они тоже будут стараться в следующем созыве тоже, чтобы они депутатом стали. Им это выгодный вариант, потому что тем более они привыкли к этому сейчас. Я думаю, здесь для народа от этого пользы нет никакого, и для государства. Спасибо вам за уделенное время, за информативный диалог. Напоминаю, сегодня у нас в гостях независимый юрист, председатель Верховного народного правления Есеналиев Эмиль Аскиевич. До встречи на следующем выпуске.